Добрый день, Галина Михайловна. Мы очень рады познакомиться с вами, вот с вашим отделом. И приехали мы из Якутии специально как бы посмотреть, не только посмотреть музей истории ГУЛАГа, к столетию государственности Якутии мы исследуем историю жизни, деятельности первого поколения государственных деятелей наших, и среди которых такое значительное место занимал и наш земляк Степан Васильевич Васильев, о котором вот была 24 марта Всероссийская научно-практическая конференция, в которой принимали участие вот наши коллеги Татьяна Михайловна Полянская и Илья Удовенко. И мы еще раз благодарим вас, их, за участие в нашей конференции. И хотели бы узнать вот на документах вашего музея об этом периоде, об истории вот большой репрессии, которая как бы молотом таким прошлась по многим национальным республикам, и в том числе все первое поколение государственных деятелей Якутии попало репрессирован в 1937 году, в частности наш Степан Васильев, также по делу Максима Амосова, которое называлось условное название «Моряки», он тоже был репрессирован в 1939 году, и погиб он впоследствии в лагере поселка Канин-Нос. И вот немножко о том времени и что у вас хранится в фондах, в экспозициях вашего музея, можно было от вас услышать немножко. Спасибо за то, что вы приехали, спасибо за то, что вы к нам обращаетесь. Нам это очень приятно, очень радостно, что мы можем с вами поговорить как коллеги, что-то порекомендовать, посоветовать, потому что мы уже давно этой темой занимаемся, и, конечно, постараться вам помочь. Прежде всего, я хочу отметить очень правильность вашего подхода. 100 лет – это замечательная дата. У нас, к сожалению, очень долго была традиция все вот такие замечательные даты отмечать историей партий, общественных организаций, а о людях как-то практически не говорили. На самом деле история – это история людей, прежде всего. И очень хорошо, что вы обращаетесь к истории основателя государства, руководителя, человека, давшего, можно сказать, свою жизнь за дело становления республики, становления советской власти. Это сейчас у нас уже стало традицией критиковать советскую власть, но 70 лет государство существовало, и, так сказать, при этой советской власти выросло много поколений людей, и не все они оказались недовольны своей судьбой. Были и довольны, были и те, кто считал и до сих пор продолжает считать это государство совсем не таким плохим, как его иногда сейчас принято показывать. Да. И, конечно, говоря о государственности, говоря о таком действительно серьезном юбилее, надо не упустить момент болевых точек. Не все было так гладко и прекрасно. Мы говорим, как правило, всегда говорили о войне, о гражданской войне, о Великой Отечественной войне. Да, без этого нельзя, и это такие реперные точки, основные точки в истории нашей страны, в истории вашей республики. Но были и трагические события. Была разрушительная коллективизация, и Якутия приняла огромное количество крестьян из других областей России. Был совершенно страшный большой террор. Он вошел в историю именно как большой, потому что это не просто репрессии, это массовые репрессии. Что такое 1,5 миллиона человек, арестованных за год с небольшим, с 1,5 года. И из них почти 700 человек приговорены к расстрелу. Понимаете, расстрел, то есть лишение жизни, уничтожение человека. И Степану Васильеву, можно сказать, повезло, что он не попал в самую середину этого большого террора, 1937-1938 год. 1939 год уже начался немножко откат назад, уже даже была первая вообще в истории страны реабилитация политических противников власти. И к власти пришел Берия,
Потом его репутация стала чрезвычайно плохой, но вначале он воспринимался как положительная альтернатива Ежову с его ежовыми рукавицами, чьими руками Сталин осуществлял большой террор. И поэтому вот обращение к этому периоду в том, чтобы построить вот общую линию государственности, это очень-очень правильный совершенно такой подход. От этого экспозиция. Кто-то, может быть, скажет, зачем вспоминать плохое, зачем вспоминать трагические страницы. Это неправильно. Вот после войны, после Второй мировой войны, когда стали известны преступления Холокоста по уничтожению евреев, сначала в Европе, потом в других странах, по всему миру, появилась новая такая тенденция, она называется «новая культура памяти». Это культурологическая такая традиция, она сейчас и в нашей стране, только у нас она стала распространяться в начале 90-х годов. Вот это культурная традиция, которая позволяет помнить не только героические страницы в жизни народа, не только создание прекрасных сооружений, не только героические победы, не только там, выдающиеся открытия ученых. Это замечательно, это мы все помним и никогда не забудем. Но нельзя забывать и о трагических событиях. И вот новая культура памяти, она как раз нацелена на то, чтобы вот эти трагические события, катастрофы в жизни народа, чтобы их сохранить. И поэтому в нашем музее большой отдел, вы его видели, вы уже с ним познакомились, отдел, посвященный большому террору. Вот, на мой взгляд, очень эмоциональный отдел, он воздействует. Он дает, с одной стороны, он дает совершенно конкретные исторические знания, а с другой стороны, он эмоционально воздействует на людей, посетителей.